Конечно, очень холодно. Каждое утро встаем, включаем духовку. Так у Гульшат Зайдулиной начинается каждый день всю последнюю неделю. Батареи в ее квартире ждут и пока не дождутся тепла. Такая же ситуация и у Алисы Чугуновой. Ребенок дома ходит в верхней одежде и в кроссовках. Хочет, чтобы было теплее, потому что все-таки 3 детей у нас. Все, мы и так уже переболели. Вот только, получается, вчера в школу пошли, в садик вот старшие. Вот, а так дома, да, прохладно, холодно. Нет тепла практически во всех многоквартирных домах набережных Челнов. Отопление пока дали только в социальные учреждения. Последние 7 дней в республике выдались довольно прохладными. Только вот впереди, судя по прогнозам синоптиков, нас ожидает потепление, по крайней мере в столице, до 18-19 градусов. По нормативу тепло должно подаваться, когда среднесуточная температура 5 дней держится на уровне 8 градусов. Эта планка в столице уже была достигнута, а потому отопительный сезон стартовал на полную мощь. Согласно постановлению исполкома города Казани, с 21 сентября начался отопительный сезон. Тепло в домах будет. Сейчас идут пусконаладочные работы, которые закончатся в течение 2 недель. Уже на сегодня четверть казанских домов с теплом. Что касается социальных учреждений, то отопление подали больше, чем в 65% объектов. Там, где его еще нет, вопрос в заявках от управляющих организаций. Пуск тепла в объекты осуществляются по заявкам самих потребителей. Мы самостоятельно не запускаем, потому что такие технические вопросы делаются только по заявке. Казанцы разделились на 2 лагеря. Кому подавай жару, а кому и так комфортно. Я думаю, что тепло нужно дать сейчас именно потому, что в семьях, где есть маленькие дети, они больше подвержены риску простудных заболеваний. Зарплата влияет очень, наверное. Но пока, мне кажется, не надо тепло. Прохладно сейчас в квартирах, действительно прохладно. К утру ощущается это все. Но что делать, если на улице плюс 20, а дома горячие батареи? Пока произойдет прогрев системы отопления в домах, это 1000 километров труб. Это не 1 час, не 1 день. Во-вторых, самый простой способ, если перетоп, если кажется, что жарко, поставьте себе вентиль, отрегулируйте температуру как надо. Вот. Ну и третье, то, что все-таки в домах есть умная автоматика. Она-то и должна регулировать подачу тепла. Если в квартире чересчур жарко, то обращайтесь в управляющую организацию. Что касается домов, где до сих пор нет тепла из-за капремонта, то их в столице 23, и до конца недели системы отопления в них должны запустить. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Рамзиль Гарипов, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.